Переехав в Германию, я понял, что что-то не то со мной на самом деле. Меня зовут Камиль, а не Иван. И они такие: о, давай скажи что-нибудь по-татарски. И тут у меня такой ступор. Я говорю: я не знаю, что такое Рождество. Я действительно не знал, что такое Рождество. Я надеюсь, что мои все учителя, а их много, татарского языка, будут гордиться скоро мной и говорить о том, что вот современный татарин должен понять, что он татарин, что у него есть татарские корни, и это не только имя в паспорте, это еще и многое вокруг. Второе, конечно же, выучить татарский язык. Говорите на татарском. И садитесь в такси, говорите на татарском. Просите меню на татарском. Точно. Тебе нужно взять наставку пропагандиста татарского языка. Я тебя слушаю, мне захотелось язык выучить, хотя я его знаю. Заново Забыть и заново выучить. Дуслар Салям, вы на канале YouTube Татарочки. Меня зовут Алсу Хафиз, и сегодня очень необычный выпуск подкаста, потому что у нас гость, которого мы ждали очень долго. Почти год мы его ждали, чтобы он наконец-то приехал в Казань, и мы с ним наконец-то поговорили на всякие интересные темы. Сегодня у нас в гостях Камиль, это патрон нашего канала, важнейший патрон нашего канала. Он буквально на пару дней приехал из Германии в Казань, и поэтому мы решили не упускать момента и поговорить с Камилем о татарах, о татарской культуре и вообще о разных интересных вещах, которые происходят в мире. YouTube Татарочки. Исәнмесез, мин Камиль, мин Бекшот. Безде бикшат. Что ты сказал по-татарски? С чего хочется начать? С самого очевидного вопроса, который просто лежит на поверхности. Почему тебе стала вообще интересна татарская культура? Потому что я знаю, что она стала тебе интересна не так давно. И вот на моей практике, например, у многих людей этот интерес возникал из-за того, что они попадали в какие-то общественные организации в своем городе с такой же тусовкой молодежной, и вот они как-то втягивались во все это. Как у тебя это произошел процесс? Расскажу, что я еще из Уфы, то есть там, где фактически татарская культура присутствует, и не только татарская, башкирская культура, многие культуры. Но меня как-то это прошло мимо. Хороший пример я привожу на сегодняшний день всем вот такой. Я прохожу каждый день мимо магазина «Шатлык» и думаю, что это просто шуточка такая. Шашлык. То есть до какого-то периода времени я считал всегда, что это все не татарские слова и не башкирские, это какой-то шуточки такие. Переехав в Германию, я понял, что что-то не то со мной на самом деле. Меня зовут Камиль, а не Иван. У меня фамилия Сафин, фактически тоже какая-то такая, не Иванов и не Алексеев или еще какая-то такая. И так получилось, что что-то не то. Я осознал, что я же татарин. Я говорю: я из России, но я татарин. И они такие: о, давай скажи что-нибудь по-татарски. И тут у меня такой ступор. Но ты тебя все-таки идентифицировал как татарин, не как русский. Я вообще никак себя не идентифицировал. Я понимал, что я из России, и вот это была единственная... Ты был россиянин. Я был россиянин, но я не идентифицировал себя как россиянина, я просто говорил: я из России. Они такие: о, водку, ушанка, ребята, давайте собираемся. Я говорю: ну мы не пьем водку и вообще ничего не пьем. Как так? Ну у нас в семье это было не принято. Но на балалайках играем. И на балалайках даже не играли. То есть это было настолько по-другому. И вот этот момент, когда начали спрашивать, задавать вопросы: Камиль, а что вы делаете вот на Пасху? У вас же там православная церковь. Я говорю: я не знаю. А что вы делаете на... Я говорю: я тоже не знаю, потому что у нас праздновался всегда Байрам. У нас было абсолютно, скажем, от православной религии ничего. И даже яйца не красили? Красили, и каждый раз мне мама говорила о том, что это только сейчас. Раньше все ее родственники говорили: чем вы занимаетесь, это вообще не ваше, это не ваша культура. И она говорит: мама говорит: а мне хотелось попробовать. И вот так я познакомился немножко с православной культурой. И я говорю: я не знаю, что такое Рождество. Я действительно не знал, что такое Рождество. Видимо... Подожди, а ты в школе учился? Да как-то... Я учился на 5, причем. Так. Но у нас никакой культурной атмосферы не было. Единственным праздником по каким-то там культурным мероприятиям это, не знаю, там костюмы все одели, потанцевали, сфотографировались и это дальше был пошли. Бал. Можно я тоже добавлю? Я тоже рос в Уфе, как Камиль. О. А ты росла в Тольятти. И я вот рос в Уфе, я тоже не понимал, что такое Пасха и Рождество, пока не переехал в Питер, например. А мы в школе изучали. Но мы не изучали. Надо было в Тольятти
ходить в школу. Да, Тольятти хорошая школа. Ну, Сабантуй был в Уфе. Ты был когда-нибудь на Сабантуе в Уфе? Я был в Сабантуе, не в Уфе, под Уфой, и тоже это было прикольное мероприятие, где можно было получить сладости, пошалить, побегать и покричать, и заниматься чем хочешь. Но осознание того, что это, оказывается, вот это что-то башкирское, татарское, русское, не было. То есть мы играли, но не понимали ничего. И язык как таковой, он обходил меня. Почему? Это, кстати, очень большая проблема моя личная. Я понимал, что со мной все будут говорить на русском языке. Зачем его учить? Даже родители. Они между собой говорили на татарском. С тобой? А со мной на русском. Прям вот принципиально, не принципиально, они вообще в принципе не делали границ. Они говорили просто со мной на русском, потому что я же хожу в детский сад на русском языке, значит, со мной нужно говорить по-русски. Зачем? И, конечно, когда что-то от меня хотели скрыть, они говорили по-татарски. Я так делаю с своими племянниками. Вот. При этом у меня не возникало желания выучить татарский, чтобы понять, о чем они говорили. Просто, говорят, значит, комиль, вот так у меня примерно это происходило. Так, и ты переехал в Германию, и что-то щелкнуло. Еще-то щелкнуло. Это было где-то года 2 назад. Я понял, что я хочу знать татарский язык. На самом деле это было еще раньше. Я взял из Уфы, когда переезжал, с собой разговорник татарского языка. Вот он у меня так хорошо лежал на полке, что лет через 5 я только понял, так, надо бы открыть. Открыл, закрыл. И понял, что ничего у меня не получается с этим. Но не все так плохо. Года 2 назад я, получается, гуглил информацию. Нет, я каждый раз гуглю информацию, татарский язык, татарские онлайн-курсы, и ничего нету. Это было вот 2 года назад. Подожди, а вот это, как называется? Вот который КФУ проводит Анатолий. курс. Анатолий. Ну, не нашел его в гугле. Видимо, Анатолий. через... Ну, что такое? Анатолий. Он не индексируется просто в поисковике. Класс. Ну, Яндекс, да, понятно, а Google, да? Ну, ладно. И оптимизация плохая. Понятно. Но как раз-таки на Анатолий я тоже уже позже вышел. Но самое интересное, что произошло, я думаю, все в этой жизни не случайно. Я просто решил в YouTube забить татарский язык онлайн. И что получается? Лайв, трансляция, татарский язык, урок номер 1. Я говорю, что это такое? Кликаю туда, смотрю, там какие-то чаты, люди пишут какие-то слова и все такое. Это был проект Дили Сибатровой. Да, я помню такое. Да, знаешь? Да, вот. знаю. Она сделала этот проект, и так я познакомился с парой человек. Уже был какой-то connection. Я такой думал, блин, есть что-то. Потом я нашел Анатолия. Потом я списался с другими людьми, и вот так началось все. Потом Петров. Петров, кстати, я его немножко позже открыл. Мне его советовали, но как-то что-то не шел я к нему, я не знаю почему, но Петров дал очень хорошую базу. К примеру, вот просто мозговзрывательный. Все спрашивают, татарский сложный? Я говорю, сложный. Представьте, если ты хочешь что-то сказать, что я хочу, например, что-то сделать, то ты не говоришь просто, менталим, это будет просто я желаю что-то, это уже другое, да? А вот если делать, ты говоришь, мне что-то сделать приходит. И я такой думаю, какую-то конструкцию запомнить? Минем, не знаю, там, Ошасым, Киле. Это же надо запомнить. Это же просто фраза одна, а их миллион. Татарский просто прекрасный язык. Особенно, когда нужно сказать «Канагат ляндрилмаган лигагаздан». Это мой челлендж на следующие пару лет. Я надеюсь. Окей, раз уж зашел вопрос, то есть разговор о Гугле и о Ютубе, как ты нашел нас? О, Татартель, это же вообще, как я вас нашел-то? А я думаю, что было намного проще, потому что если каждый день заходишь в YouTube, то смотришь татарский язык, что-то еще связанное с татарским. Видимо, я попал на один из ваших роликов и залип. Алсу, Леле, просто залип. Я где-то на полчаса что-то смеются, что-то как-то что-то пишут. Да, что-то. Я понял, что это прикольные ребята, они какие-то другие. Это не вот это вот там Херметле Дуслар. Я понял, что есть какой-то контент, который, он вот нормальный контент, просто смотришь и тебе нравится, да, а вот не вот это вот. Все, да. И я очень был рад, что я познакомился с вами. Это было, наверное, год назад, думаю. Наверное.
Я просто счастлив. Классно. Прям Ну, минбехетле. мы тоже очень рады, что ты нас нашел. Да. У нас мало таких преданных зрителей. У нас сегодня Айнур говорит, представляешь, нас смотрели 30 тысяч часов на канале. Да ладно. И я говорю, ну это же не коммент? один человек. Это же, наверное, много людей. И все-таки, почему тебя потянуло к этой теме? Вот, 2 года назад, да, получается, мы возвращаемся опять. Я понял, что... Так, я живу в Германии, напоминалочка, в Мюнхене, и я понял, что меня спрашивают про русскую культуру, а я про нее могу рассказать, но не такую русскую культуру, которую они ожидают. И я понимаю, что я другой. А что они ожидают? Они ожидают то, что я им расскажу про какие-то там русские города, русские традиции, не знаю, там... То есть я владею русским языком, но я вырос в другой культуре, абсолютно в другой культуре. И я понимаю, что я могу рассказать чуть-чуть про Байрам, чуть-чуть про Хайгр, чуть-чуть про то и это, Билеш и так далее. И я понимаю, что мы никогда не делали какие-то, мы делали русские традиционные блюда. Через костер не прыгали никогда. Не прыгали, прикинь, не прыгали. Да, вот, Шурале за нами тоже не гнался, но на самом деле мы пекли, действительно, вот благодаря маме, спасибо ей огромное. То есть я знаю всю татарскую кухню, и я ее просто очень сильно люблю, и я понимаю, что я вырос немножко в другом контексте. И задавая вопросы, я понимаю, немцы, когда они задавали вопросы, я понимаю, что я не могу им рассказать то, что они от меня ожидают. И я им рассказываю, оказывается, про татарскую культуру, но татарскую культуру, которая не связана с татарским языком. И вот, наверное, год назад я понял для себя, что, наверное, моя самоидентификация будет таковой. Это русский татарин. Почему русский татарин? Потому что язык я на уровне носителя уже никогда не выучу. Это будет мой иностранный язык, причем 6-й иностранный язык. То есть это язык, который пришел позже. И он не менее интересный, он не хуже и не лучше, он просто 6-й. И надо это принять. Надо это принять и понять, что окей, ты татарин, и я себя ощущаю полностью татарином, но если быть честным, то я все-таки, наверное, русский татарин, который выучил этот язык. Но если будет в графе татарин или русский, что я выберу? Алсу. Я выберу. Конечно, немец, да. Конечно, татарин. То есть все-таки язык – это первое, что идентифицирует человека. Язык – это очень важно. Да? Человек, который изучает языки, 5 языков, обожаю все, каждый. И в какой-то момент до татарского языка я выучил и влюбился очень сильно в польский. И вот где-то в душе, в сердце я ощущал себя поляком. Причем у поляков есть имя Камиль. И многие поляки, когда слушали и разговаривали со мной, говорили: ты что, поляк, что ли? И я такой говорю: да. Почему нет? Где-то в душе и моя учительница польского гордилась мной. Я надеюсь, что мои все учителя, а их много, татарского языка, будут гордиться скоро мной и говорить о том, что вот я его выучил татарскому языку. А когда вот ты скажешь, что все, вот я выучил татарский язык, я останавливаюсь и берусь за 7-й язык? Вот с Миниханом мы встретимся, поговорим, я думаю, вот тогда можно, вот как там, вот так вот и вот так вот. Посмотрим. Окей. Курербис. Сейчас я посмотрю, да, кусь-курер. Я посмотрю в свои эти. Да, вот. Камиль, ты очень много потребляешь контента не только на татарском языке, но в принципе о татарах. Это и музыка, и ролики, и какие-то статьи, и вообще ты иногда присылаешь ссылки, которые я в жизни никогда в глаза не видела, хотя тоже, в этой теме. Как ты это все находишь? Что из этого тебе нравится? Может быть, что-то не нравится? И что бы ты посоветовал посмотреть, почитать и послушать таким же русским татарам? Окей, хорошо. И это такой ход событий, который ты сейчас описала, то есть что нравится, что не нравится. Поначалу, когда я гуглил, а именно мой процесс изучения татарского языка и вообще познания татарской культуры, несмотря на то, что я вырос в татарской культуре, происходит методом тыка где-то в Гугле. Яндексом я не пользуюсь, наверное, в Яндексе больше информации. И вот так и находились все по порядку. То есть, повторюсь, да, то есть это сначала был вот этот вот проект изучения татарского языка, потом Анателе, потом Татартель. И у вас просто замечательно. Кстати,
А у Татартель, когда становишься патроном, офигенная, просто офигенная подборка очень интересного контента, связанного с татарским языком, с татарской культурой, о всех событиях, которые происходят. И очень благодарен Айнуру. Есть такое. Благодарен Алсу и Айнуру за это. Очень классная подборка. Сам я нахожу тоже контент. И это на самом деле метод натыка. Просто гуглишь татарский язык, что-то связанное с онлайн, и подписываешься абсолютно на всех блогеров, Татартель, YouTube Татарочки, Айнур Ахметов, Алсу Хафиз, Лейла Лерон и так далее. Там Адиля Ахметова, кстати, потрясающая певица. И Аделя, да? Я же говорю, Она меня прибьет. Да, значит, музыка. Очень важна для меня музыка, и поэтому всегда ищу какие-то песни. Но проблема в том, что музыкальная вот какая-то татарская музыка на татарском языке, ее сложно в принципе найти. И для этого нужно знакомиться с татарскими друзьями. И не только с Татартель. Есть платформа хорошая по изучению языков, как же она называется, господи, Тандем приложение. И там я действительно знаю немецкий язык. Вообще просто вот здесь уровень. И изучаю татарский язык. И действительно есть очень много татар, которые хотят показать свою культуру татарскую, и я рассказываю им немецкую, и мы так пообщались, и так я познакомился, наверное, с пару-тройкой татар, которые мне посоветовали группу Амаш. Я просто в восторге от этой. И я понял, что нужно искать людей, которые интересуются тем же, чем интересуешься ты. То есть не хватает только Татартеля, нужно еще. То есть это не бывает много, бывает много и хорошо. То есть чем больше людей, чем больше ты знакомишься с людьми. Слоган демографической политики Татарстана должен быть. Да, почему много нет? и хорошо? Должно быть много и хорошо. Вот, но Кульшариф, что ли? Извиняюсь. Чем больше знакомишься ты с людьми, чем больше у тебя коммуникации, чем больше ты входишь в этот процесс изучения языка, это же на самом деле у меня есть репетиторка татарского языка. Я хожу на курс SkyTED, просто неимоверные люди. Я хожу в разговорный клуб с Айнуром и Алсу, где мы общаемся, просто общаемся и, возможно, даже чаще на русском языке. Но ты вникаешь, ты понимаешь, что есть вот это событие, есть то. Я узнаю о том, с кем пересечься, с кем познакомиться для того, чтобы попасть на Пешан-Базары, на то, чтобы попасть на татарский форум. То есть эта информация, она не такая, что кликнул, я хочу знать татарский язык. Нет, она не такая. Тебе нужно его искать, откапывать просто. И это, наверное, такой челлендж для татар. Или Мне кажется, это такой показатель. У татар, в принципе, все через связи. Нельзя просто кликнуть и попасть там куда-то. Нужно с кем-то поговорить, договориться. Айденде. Татар сейчас тут, Burada, или как там, Шурада? Биреде. Да, сейчас есть у тебя какие-то, не знаю, топ-3? Просто, когда ты просто загуглишь татарский язык, выходят сайты каких-нибудь 90-х годов, и они очень странные, и хочется их скорее закрыть и больше к этой теме не обращаться. Спасибо, Алсу. Это самая такая большая проблема, почему 2 года происходил поиск. Ну, не 2 года, то есть это я заинтересовался тогда. Я действительно год искал что-то на татарском языке, и все, что ты находишь, это какой-то действительно букварь за 1991 год, в лучшем случае. Ты находишь какую-то книгу. Я в 2017 году прочитал информацию о том, что выйдет новый учебник татарского языка. Я такой жду, давай, красивый татарский учебник. Ты его учебник. ждешь в интернете? Я до сих пор его жду. Ну, ты еще его немножко подождешь. Да, топ-3 чего-то такого, да. Значит, господи. Ты, боже мой, видишь, опять ступор. Это сложно на самом деле. Найти татарский контент сложно. Да, конечно. Все, знаю, топ-3. И я уже, наверное, топ-1 уже нельзя называть, да? Давайте с 3-го начнем. А так сложно. Господи. Но я скажу так. Наверное, самый крутейший контент делается на Татартель. Это понятно. Это уже Ауса топ-3.
Да, это уже в другом пространстве. Но Айда онлайн. Ага, Но да, классные. просто вот. Но проблема Айда онлайн это, наверное, в том, что это классный контент, который тебе напоминает: о, здесь есть такие словечки, здесь такие словечки. То есть там можно самому выстроить структуру, но тоже сложно. Там есть сайт, на котором есть урок 1, урок 2, урок 3. Но когда ты один с этим сидишь, и ты понимаешь, что тебе как-то вот ты вот один сделал урок, второй сделал, и на третий уже не хочется, потому что ты сидишь один в своем супе, варишься, а хочется общения. И язык не учится просто так с учебником. У кого-то учится, и я просто им завидую. У меня так не учится. Мне нужен человек, с которым я хочу поговорить. Поэтому я благодарен тому, что я нашел тот онлайн-проект на YouTube тогда. И через него я познакомился опять в связи. Я думал, все, без этого никуда. Там была репетиторка, с которой я сейчас до сих пор занимаюсь. И вот с ней это такой личный подход. SkyTED благодарен тому, что существует такой проект. Он делает прям вот курсы на различные уровни и так далее. И вместе с ними я занимаюсь тоже периодически. Это, возможно, я там не учу татарский как таковой, но он меня всегда подталкивает учить татарский язык. Никогда не нужно надеяться на то, что ты вот пришел на курс и ты там выучил татарский. Такого не бывает. Нужно обязательно окружать себя татарским. И SkyTED это только частичка. Айда онлайн. Раз. SkyTED номер 2. И третье. Приехать в Казань. Приехать в Казань, познакомиться с татарами, сходить на Песчан-базары. И действительно это стоит того. Нужно вложиться обязательно и приехать в Казань. Потому что только здесь можно почувствовать культуру. Только здесь можно увидеть вот эти здания, увидеть эти мечети, увидеть вот эту природу, увидеть людей, поговорить с ними, сесть в такси и сказать «Эсенмисис». О, ты так сделал уже? Да, я только Тебя так и делаю. Мне здравствуйте. Но я не сдаюсь. Я захожу в любое место, помещение и говорю «Салям». Я когда переехала в Казань, это была моя любимая развлекуха. Но я переехала из русского города, я заходила в магазин и говорила «Эсенмисис». Да, Это так меня классно. спрашивают. И еще есть 80-й левел. У меня знакомый так сделал. Он взял отпуск и поехал в татарскую деревню, где никто не говорит на русском языке. Это челлендж просто. Вот это у меня Да. на будущий год. Это прям вот high level. Я вот ездил в Актаныш, там также никто не говорит на русском. Вот Всё. даже можно в самую глубокую деревню не ехать, можно просто... Борабазма? Киттак. Китык? Спасибо, что посмотрели это видео. Вы меня в Актаныш, я имею в виду. Да, мне так закончите. Актаныш күт, біз шығып киттік. Так, давай последний вопрос. Я готов. Мне интересно, что ты на это скажешь. Вот татары, как мне кажется, немножечко застряли в прошлом. И нужно формировать образ какого-то современного городского татарина и татарки. Вот на твой взгляд, какой он должен быть? Современный татарин. Да. Очень хороший вопрос. Давай я на него отвечу. Не какой должен быть татарин, а каким я вижу себя. А я современный татарин. Современный татарин, который не говорит на русском языке, который не живет в Татарстане и у которого через интернет происходит просто минимальное какое-то количество татарского контента. Подожди, не говорит на татарском языке или не говорит на русском языке? Татарин, который не говорит... Да, татарин, который говорит на татарском Ага. языке. Да, то есть вот эти три вещи, которые меня связывают со мной, современного татарина. Человек, которого зовут Камиль Сафин. Камиль Сафин — это просто татарчее не найти. Вот. А он не говорит по-татарски, он не живет в Татарстане, и у него очень мало контента, который он потребляет в интернете на татарском языке. Вот это современный татарин, это такой самый худший вариант. Но он не сдается. Вот этот татарин, который идет олга. И современный татарин — это тот, который понял, что он татарин. Это вот сидит, он понял наконец-то, что он татарин, хотя назвал себя русским татарином. Что там, Маржа или что там? Ну, Маржа это больше к женщинам. Мы не гендерифицируем, да, пусть будет Маржа. Мне не стыдно быть женщиной. Если феминистки обидятся сейчас. А мне не стыдно быть женщиной. Я могу Женщина назвать вообще себя. быть прекрасной, я считаю. Да. Я бы выбрала быть женщиной. Вот, правильный подход.
Второе, то есть первое мы еще не проговорили, то есть понять, что он татарин, это, соответственно, это первое. Второе, ну, то есть татары, их много, их миллионы, которые живут, говорят на русском языке и не понимают, что они татары. Вот современный татарин должен понять, что он татарин, что у него есть татарские корни, и это не только имя в паспорте, это еще и многое вокруг. Второе, конечно же, выучить татарский язык. Я считаю, что это самое главное, потому что без татарского языка не понять дальше, не пойти. То есть ты можешь называть себя татарином, ты можешь печь татарскую кухню, ты можешь заниматься чем-то еще, встречать своих родственников и говорить с ними, опять-таки, на русском языке. Без татарского не будет вот этого осознания, что ты, оказывается, действительно татарин, что, оказывается, в татарском языке говорят вот так, вот так, вот так. А пословицы, а какие-то мудрости татарские, это мой следующий левел. Это просто, что там, как там про собаку хвост и что-то еще там? Про собаку хвост не знаю, но моя любимая это Аптыраган урдек кутемлен суга шума. Вот Аптыраган я знаю. А урдек? Урдек уже знаю, благодаря каналу. 50% понял. Вот так я, в принципе, и учу татарский язык. И, конечно же, что там было третье у нас современного татарина? Контент. Если будет больше контента, а благодаря татарину его становится еще больше, я понимаю, что нужно в это вкладываться. Да, отлично. Это прям самое главное. Но и если знаешь татарский язык, то ты погружаешься в культуру татарскую, то есть тебе становятся доступны книги, СМИ, кино какое-никакое оно есть, спектакли. Это тебе уже доступно, если ты знаешь татарский. И музыка. Музыка — это тоже основополагающая культура, и, соответственно, приехав сюда, на Казань, я выбрал самое лучшее время, которое только можно. Это и форум татар, это и Пешан-базары. Это значит, получается, мода, это значит молодежь современная, общение и таткульт. Это все вместе. И День города, и День республики. Это настолько такой большой сгусток. И если это будет в Татарстане практически каждый день, то я думаю, это вообще, это просто, это обязательно. Это день типичный, когда в лайнапе крем-сода, и там этот Ришат Тухватуллин. И Фирдус Тибаев, да. Да, ну, по-моему, перепутали немножко с проектом Койтон, но будет, а почему нет? Койтон обязательно, правда, я из Уфы, но я Койтон в Казань, почему нет? Слышал песню Койтон? Слышу. Я написал. Да ладно, да? Но я к тому, что ты говоришь ровно те вещи, которые, типа, я в это вот написал. Прекрасно, щап. Но и последнее, это самое о том, что, господи, мы же говорили про Пешан-базары, да, и вот если это будет каждый день, то я думаю, что у современного татарина будет осознание о том, что язык-то, оказывается, нужен, а язык, оказывается, можно использовать, и на нем можно говорить не только в семье, на нем можно разговаривать и на улице, оказывается, и, в принципе, на таткульте, и на татфесте, и на форуме, и где-то еще. А язык можно использовать, читая книги, не только где-то в библиотеке найти какую-то, да, ну, у вас просто замечательно, это мое следующее место, Китабхене, да, то есть вот, это уже вот эти маленькие шажки к тому, что, оказывается, можно не только делать контент в никуда. Оказывается, есть люди, которые этим интересуются. Ну вот, по крайней мере, один уже точно Тебе есть. нужно взять наставку пропагандиста татарского языка. Я тебя слушаю, мне захотелось язык выучить, а я его знаю. Заново Забыть и заново выучить. На самом деле, без языка никуда. На самом деле, нужно учить язык, и так бы я не влюбился в Польшу, и так бы я не влюбился в Татарстан. А дорога выучить язык, она такая сложная для татарского языка, что я думаю, что очень многим нужно постараться. И я читаю всех тех, кто пишет о том, что говорите на языке, употребляйте слова, провоцируйте людей говорить на татарском языке, садитесь в такси, вот это, да, как там ее зовут, Лилия, как же ее, Лейла, не помню, женщина, Лилия, Наверное, очень хорошая женщина. Очень хорошая. Она сказала о том, что говорите на татарском. И садитесь в такси, говорите на татарском. Просите меню на татарском. YouTube татарочки. Я думаю, на этой ноте нам нужно завершить, потому что уходить надо на пике.
А этот разговор, я очень надеюсь, что станет вдохновляющим для тех, кто хочет вникнуть в татарскую культуру, хочет начать изучать язык, потому что у многих стоит барьер, ну а зачем мне его изучать, я могу на русском языке все это получить и говорить на русском языке. Да, ну этого недостаточно, нужно знать язык, и он действительно важен и нужен, и я очень надеюсь, что в школы вернется наконец-то язык в полной мере, а не только будет оставаться в семье. Так вот, если хотите изучать язык, для этого есть все возможности, нужно только ваше желание. И все получится. Давай мы прикрепим подборку Камиля в описании. Да, подборку Камиля и все его ссылки мы оставим в описании, поэтому если захотите заниматься, а после этого интервью вы точно, после этого подкаста точно захотите заниматься. Или наоборот, нет? Обязательно переходите по этим ссылкам, и все будет хорошо. Алга. Татарша теле öğrenirge. Я хочу вам напомнить, что мы продолжаем сбор на вторую видеокамеру. Нам осталось, Айнур сегодня утром сказал, что нам осталось 15 тысяч рублей собрать. Поэтому нам осталось совсем немножко. Есть все ссылки также в описании, вот под ссылками Камиля вы чуть-чуть вниз прокрутите, и там будет еще несколько ссылок на то, чтобы по ним перейти и помочь нам. Очень надеемся на вашу поддержку. Подписывайтесь на наши соцсети, мы есть в Телеграме, мы есть в Инстаграме. Будем вместе. Бірге біз бұлдырабыз. Әйе. Кеттік. Ақтанышқа. Yılaların burunğa, ok manaraların sakla. Yüreğin